Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. 13 февраля в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Этот праздник приурочен ко дню рождения первого якутского лингвиста, ученого, выдающегося просветителя, демократа, основоположника массовой письменности на якутском языке, автора первых учебников якутского языка Семена Новгородова. Во все времена язык являлся наиболее мощным инструментом сохранения и развития культурного наследия. Если говорить про якутский язык, то это один из древнейших языков на планете, но совершенно точно самый древний тюркский язык, и считается одним из самых сложных и богатых языков мира. О значимости якутского языка и культуры говорит тот факт, что памятник якутского языка эпос Ланхо был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. И сегодня у меня в гостях девушка, которая вносит свой посильный вклад в сохранение и развитие якутского языка, Лилия Бичиген. Добрый вечер, Лиля. Добрый вечер, такая честь, спасибо. Ну, сегодня мы поговорим про культурный код, про развитие языка и, конечно, про приложение, презентация которого вчера состоялась в День якутского языка, в День родного языка. Приложение называется очень просто «Сахалы». Вот, я его уже скачала в App Store. Вот так потыкала. Вот, расскажи, пожалуйста, как вообще такая идея пришла, такой самоучитель сделать? Да, казалось бы, интересно, да, почему вообще этим занялась я. Мы вместе с супругом делаем этот проект. Вот, мы люди вообще никак не связанные, по сути, с технологиями, но разве что вот то, что я работала последние 2 года в IT-парке, это, конечно же, открыло для меня двери в мир технологий. Ну, по сути, идея пришла оттуда. Я много раз рассказывала вот эту историю, да, и когда я проводила экскурсию в IT-парке для приезжих гостей, однажды у меня гости спросили, а есть ли у вас в IT-парке какие-то технологичные продукты, которые поддерживают и развивают вашу культуру? И тогда, 2 года назад, мне не нашлось, что ответить, и я крепко задумалась, а действительно, почему? Почему, да, вроде бы у нас такая развитая в плане IT республика, и идея лежит на поверхности. Почему-то никто этим не занялся. Принесла этот вопрос домой мужу, мы с ним обсудили, попробовали поискать, погуглить, где что есть. Может быть, кто-то что-то делал. Ну да, были какие-то проекты, были какие-то, оказывается, вот разные приложения, те же клавиатуры, да, но оно все как-то было не на слуху и не развилось настолько, насколько можно было развить эту идею. Ну и спустя какое-то время мы подумали, что мы не можем с этим смириться, что в принципе у нас есть все для того, чтобы это сделать, и взялись за проект. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Telegram на номер 8 914 235 0502. Лиль, сколько времени ушло вот на разработку приложения от идеи до вчерашней презентации? Так, ну, во-первых, я сразу подмечу, что разработка на этом не заканчивается. Вот с того момента, когда приложение, вообще IT-продукт, любой мобильный продукт оказывается в телефонах у людей, начинается самое интересное. Там начинается этап исследования, это тоже один из важнейших этапов разработки. Поэтому я сразу, наверное, обращусь и попрошу не быть сильно критичным и сравнивать нас с какими-то крупными мастодонтами и приложениями, потому что доработка будет еще вестись. Что касается от идеи, ну, по сути, мы начали вообще с нуля, у нас не было ничего, ни какой-то материальной базы, ну, разве что первое, что мы делали, это мы находили людей. Мы нашли команду методистов, консультантов, людей, которые связаны с языком, которые занимаются развитием языка, изучением языка. Вот, и команда разработчиков, конечно же, это очень важно. Ну вот как раз мои компетенции работника IT-парка, да, в этом помогли. Получается, первый год он ушел, можно сказать, на поиск вот людей и на поиск финансирования. Когда мы получили финансирование, это грант главы, до вчерашней презентации прошло ровно 9 месяцев, как ребеночек. С момента получения финансирования до вчерашнего дня ровно 9 месяцев. Слушай, как ребенка. Да. Вот сейчас зрители на экране видят QR-код, по которому можно скачать это приложение и самому попробовать. А вот это вот значок, он что означает?
Наша иконка вот эта вот, да? Иконка, да. Да, это, значит, разработка тоже нашего дизайнера якутского Ростислава Павлова. Мы долго, кстати, делали с ним логотип, но это тоже такой интересный творческий процесс, когда рождается что-то, да, и не быстро это происходит, оказывается. Это как бы ураса, ну, первое, на что это похоже, да, ураса, карандаш и ракета. Инновации, ракета. Вот. Взлетает, да? Да, да, да. Ну вот ты сказала, тебе помогли компетенции твои как работника IT-парка, а твои предыдущие компетенции, я знаю, что ты ведь факультет иностранных языков окончила в свое время, вот как лингвист, правда, ну там у тебя английский, немецкий, Да. но вот это помогло как-то? Ну, вообще, конечно, вот образование филолога, переводчика, педагога, оно помогает не только в этом, ну, вообще по жизни очень хорошо помогло. Но здесь, да, в плане изучения языка, освоения языка мне помогает, да, и знание каких-то методик, знание, ну, вообще сравнение, да, то, как учат английский, как его преподают, и вот эти вот методики тоже можно, в принципе, приложить и на якутский язык, во-первых. Во-вторых, мне очень помог опыт, когда я ездила в качестве обменного студента в другую страну, я ездила в Германию на год, да, и при этом, когда я туда поехала, я, ну, знала буквально пару фраз, ein, zwei, drei, там и так далее, и тут меня, получается, закинули в среду, да, и учи как хочешь. И ну вот тогда я поняла, что значит для человека, который вообще абсолютно не владеет языком, окунуться полностью в языковую среду, и насколько быстро это происходит, как это происходит, и через какие методы и способы это происходит. Конечно, этот опыт мне очень помог и помогает, да, в этом проекте. А на какой-то самоучительный, какие-то существующие учебники якутского языка вы опирались? Или разработана вот прям вся система? Да, конечно, опирались. И, конечно, опыт предыдущих педагогов, предыдущих авторов, он очень важен. Ну и вообще опыт обучения взрослых, да, якутскому языку, именно взрослых, потому что там несколько отличаются методики от обучения детей. Вот. Таких методик, ну, насколько я знаю, было мало, но они есть. Вот. И наши учителя, методисты, лингвисты, конечно же, опирались на те исследования, на те труды и вот на те методики, которые были выпущены ранее. Ну вот, кстати, да, потому что я не совсем поняла, на кого рассчитано приложение, потому что вроде бы там такой смешной медвежонок, там играй, копи баллы, там вроде бы как на ребенка, на подростка. С другой стороны, теоретическая часть, если ты ее тыкнешь, там понятно, что оно не на ребенка рассчитано совершенно, требует, ну, понимания как минимум там каких-то вещей. Ну, вообще у нас вот этот первый этап, вчера мы презентовали первый этап приложения, да, это взрослые и дети от 8 лет. Начинающего уровня. То есть это русскоговорящие люди, которые еще совсем не знают язык, да, а только начинают с ним знакомиться. Ну и почему там есть персонажи, почему там есть какие-то интерактивные фишки, да, это для того, чтобы, конечно, цеплять и держать внимание. На самом деле не делятся там взрослые или дети, просто нынешний человек современный, он мыслит клипово, мыслит картинками, но все мы знаем, да, особенно потому, как мы проводим время в наших гаджетах, вот, это все для этого сделано. И вот эта вот игровая механика, да? Да, да, да. Там есть, получается, рейтинговая система. Обучаясь, пользователь соревнуется с другими пользователями, да, и там, то есть, можно вот... там таблица будет, да, такая? Да, там есть рейтинговая, прям такой списочек, и там видно, кто быстрее, кто сильнее, кто умнее. Ну, то есть, такая игровая механика для того, чтобы вовлекать человека в обучение, чтобы ему было интересно. Ну, насчет рейтинга, кстати, мне вот подсказывают, что это приложение сейчас в топе 20 образовательных приложений российских висит. Как интересно, да. Вот сколько человек скачали? Да, эту метрику мы еще не проверяли, но по моим данным, сегодня утром вот нам разработчики сказали, что более 1000 скачиваний за сутки. То есть вчера вот мы только открыли, более 1000 скачиваний. А вообще можно выучить язык с помощью приложения? Или это все-таки больше прикладная история, которая вот, ну, дополнительная такая? Я считаю, что нет. Ну вот сразу честно говорю, конечно, что через приложения и какие-то вот такие, ну даже насколько бы совершенным, интерактивным, современным не был способ,
выучить язык, я считаю, что нет. Все равно нужно общение с носителями, ну, какое-то живое общение, хотя бы какая-то живая практика, да, потому что язык — это все-таки больше практика, это больше про живое, больше вот про среду, да, что-то такое, да, языковую среду. А здесь, конечно, можно выучить грамматику, можно выучить механику, но, как говорится, там, песни не споешь. Вот такой еще вопрос личный, да, мы с тобой давно знакомы, и я раньше никогда не слышала, что ты по-якутски говорила. То есть такая вот, ну, типичная городская девочка, русскоязычное воспитание, англоязычное образование. Вот как твои отношения лично с якутским языком складывались? Когда пришло понимание, что ты потребность говорить на родном языке? Ну да, тут очень интересная история на самом деле. Ну, во-первых, я наполовину саха, да, а папа у меня русский. Это тоже вызывает много вопросов, кстати, даже вот у наших, у тех, кто наблюдает за нашим проектом. Вот. В детстве меня отдали, из-за того, что не было мест в русских группах, в русскоязычных группах в садике, отдали в якутскоязычных. Вот, то есть это была случайность, да. Я ходила в якутскую группу в садике. В принципе, я не помню, чтобы у меня были какие-то проблемы с этим, да, что-то второй язык, что дома говорят по-русски, в садике по-якутски. Ну, как-то это быстро в меня так зашло, впиталось. То есть ты дома говорила по-русски, да, и попала в якутский садик и дома начала со мной говорить? все говорили по-русски, да. Но единственное, конечно, я слышала якутскую речь от бабушки с дедушкой. Они между собой переговаривали сахалы всегда. Вот. А так меня не планировали воспитывать, ну, сахалы. То есть меня, ну, в то время была какая-то такая тенденция, да, что типа ради будущего твоего лучше учи иностранные языки, лучше выезжай там за границу и так далее. Поэтому не пытались привязывать меня именно вот к саха, культуре саха и к языку. Ну, в общем, так получилось, что в садике в меня вот закинули вот это зерно, я начала понимать уже, что говорят мои родители между собой. Потом это как-то все забылось, школа была русскоязычная, потом я поступаю на факультет иностранных языков, наш ЯГУ тогда, однокурсники все, ну, практически с улусов, и мне возвращается обратно вот эта вот практика, я начинаю вспоминать якутскую речь, пытаться говорить, ну, по чуть-чуть, да, но тем не менее все равно идентифицирую себя больше как русскоговорящая. Вот, а так именно тяга к родному языку и вообще к родным каким-то звукам я почувствовала как раз-таки сильно, когда находилась вдали от родины, вот в частности в Германии, как я уже рассказала. В первый раз у меня там такое произошло, я даже тогда сама не поняла, почему. Мне захотелось писать на якутском. И я написала письмо бабушке и дедушке сахалы, при этом не зная вот якутской азбуки, вообще как слова пишутся. Как слышала, так и написала. Это был вот прям какой-то порыв души, и я, ну, видимо, настолько соскучилась. Ну вот вышло такое, и потом даже вот когда я слышала... Это было письмо, вот настоящее письмо от руки? Да, от руки и отправленное почтой. Вот не знаю, сохранилось оно сейчас или нет, интересно было бы почитать. Ну и вообще, вот когда я слышала там музыку даже, да, какое-то вот горловое пение, звуки хамуса, я не знаю, это, ну, невозможно как-то описать словами, может быть, ну, на энергетическом уровне. Я вот сейчас, оглядываясь туда, понимаю, что, видимо, это был зов крови, зов предков, да, ну, то есть вот это вот все в нас все равно вшито. И, ну, дальше как бы жизнь продолжается у меня тоже по-русски, да, и до того, как я познакомилась вот со своим мужем, ну, тоже вот как мы жили даже в Москве, и вот, кстати, даже когда в Москве я жила с детьми, да, хотелось якутской речи, очень скучаешь по этому, смотришь какие-то якутские ролики, фильмы, ну, прям вот тянется само, не знаю почему. Вот. И до того, как я познакомилась со своим супругом, получается, мы тоже больше по-русски говорили, а он, получается, больше, он же совсем саха, да, сахалы, и я даже вначале, ну, переживала, что будет какой-то барьер, но было там, может, первые 2 месяца, но потом все начало срастаться, и я даже поняла, что даже отношения на якутском, они иначе строятся, чем отношения на русском языке. Но это вот настолько влияет, оказывается. Очень интересно. Я думаю, есть исследования какие-то у лингвистов на эту тему. А в чем отличие? Сегодня вот 14 февраля, День влюбленных, можно про это поговорить. На мой взгляд, более духовно, более душевно, более глубоко и как-то искренне, что ли, можно так сказать. Почему-то вот, ну вот мне так
приходит, так заходит. То есть дома вы по-якутски Да, общаетесь? Сахалы, Только Сахалы? да, и вот наша дочка общая, мы с ней Сахалы. Посмотрим, конечно, на каком языке она заговорит в итоге, но мы с ней Сахалы, а так бабушки, конечно, с ней, ну, вот моя мама, да, она, конечно, по-русски с ней разговаривает, но хотелось бы, чтобы был билингв, вот. А какие планы насчет садика, например, там, школы? Ну, садик мы планируем. Якутский будете Сахалы, искать именно, да, да? Сахалы, конечно, хотелось бы. Но не прям настолько сильно критично, в любом случае, ну, то есть мы пытаемся создать такую среду дома. Я как бы не сторонник того, что, ну, не верю в то, что можно насадить язык на ребенка искусственно, да, вот. Я не знаю, ну, пока не могу это объяснить, возможно, потом ко мне придет какое-то осознание, да, но это вот пока что я верю в среду, например, да, то, что вот если есть саха-говорящая среда, то оттуда ребенок впитает. Есть какие-то вот традиции, да, вот какое-то поддерживание культуры своей родной. Если вот в этом ребенок крутится, варится, то ну, с большой вероятностью, что он заговорит и воспримет это. Ну, кстати, насчет билингв тоже, ну, вот в наше время, как ты верно сказала, считалось, что действительно нужнее иностранные языки, нужнее русский язык, тогда перед тобой открыты там все двери и так далее. Вот. И что якутский язык может затормозить развитие, если насильно ребенка окунуть в якутскую среду. А теперь выясняется, что наоборот, билингвы гораздо более восприимчивы ко всему. Но в этом плане я думаю, что изучение любого языка никогда не затормозит. Это в любом случае развитие мозга, это в любом случае возникновение новых нейронных связей. И это уже невозможно отрицать, да, даже послушать ученых, ту же Черниговскую, да, о том, насколько более развит мозг билингва. Да, чем... А вообще сейчас даже говорят, не существует одноязычных людей. Да, то есть мы все в какой-то степени билингвальны. Вот я думаю, то, что это нужно поддерживать, особенно в современных детях. Да, они уже совершенно другие, чем даже мы. Это совершенно более способное, более гибкое, более обучаемое поколение. Даже если посмотреть по части гаджетов, да, они уже рождаются, как будто умеют. Ну, все это знают, умеют. Вот. И мне кажется, в части языка тут то же самое. Вот. Ну, возвращаясь к гаджетам, к приложению, насколько сложно в условиях санкций свой IT-продукт продвигать? То есть какие сложности были, как их удалось решить? Или не удалось? В плане продвижения сложностей я пока не вижу, потому что мы продвигаемся, в основном пока на республику, да, и на наших соотечественников, которые живут за пределами. Вот. Но также есть люди, которые интересуются там с других стран и других городов. Вот. А в плане создания, именно построения продукта, конечно, были проблемы, потому что, во-первых, когда мы писали грант, защищали наш грант, да. Это грант главы республики, да, верно? Грант главы. Это было начало февраля прошлого года. Тогда, можно сказать, были совершенно другие условия, другая ситуация, да. И, конечно, мы опирались на то, что было тогда, на тех поставщиков услуг, да, на какие-то серверы, на какие-то облачные хранилища, которые были тогда. И, конечно, тогда было много иностранных поставщиков, которые были более выгодны, более гибкие, более лояльные и быстрые. Вот сейчас все это приходится поменять на отечественные разработки. И, есть какие-то инструменты, соответствующие требованиям, а есть какие-то инструменты, которые, конечно, сильно отстают и задерживают, и более тяжелые, и более дорогостоящие, к сожалению. Но, тем не менее, как-то мы выкручиваемся, стараемся держать этот баланс, находить хороших поставщиков. И я думаю, что у нас и за последний год в России очень хорошо скаканул, да, рынок IT и вообще разработки IT, потому что хорошо все поддерживается. Я думаю, что найдутся решения, да, не в этом году, так в следующем все станет, все будет как надо. Вот. Но пока приложение доступно только в App Store, то есть вы изначально ориентировались на Apple
Или как это так? Ну нет, конечно, да. Там на самом деле такая небольшая драматическая история, да, с Гуглом у нас происходит сейчас, то, что мы, как разработчики, мы в Google зарегистрированы, да, то есть мы там есть, но именно наше приложение висит там у них на проверке уже с января месяца. Ну, то есть прежде чем выпустить приложение вот к доступу, Google проверяет. Ну, и Google, и Apple, вообще все сторы, они проверяют, да, приложение, и оно обычно так не бывает. Они проверяют его за 4 дня максимум неделя, а тут уже больше месяца, и мы понимаем, что что-то не то, и в техподдержку писали, и там вообще никакого ответа. Ну и это получается уже такая ситуация, на которую мы не можем повлиять, поэтому пока что приняли решение выкладываться для Android через RuStore. Вот это наш отечественный стор. И буквально неделька-две займет, чтобы выложиться там. Поэтому, конечно же, пользователи Android, не только Apple, нет, ни в коем случае, пользователи Android, конечно же, смогут воспользоваться нашим приложением. А как ты думаешь, оно рассчитано прежде всего, получается, на саха, которые свой язык не знают, ну вот на городских якутов, или на русскоговорящих других национальностей? И то, и то. Да, и те могут воспользоваться. Мне кажется, даже очень много тех, кто знает сахалы, да, они заходят туда, все равно им интересно. Или подкрепить какие-то знания по грамматике, возможно, это тоже можно с помощью нашего приложения. Но пока вот мы обозначили это как начинающий уровень, да. Дальше будет продолжающий уровень. В продолжающем уровне будут более сложные задания, и они будут уже на якутском языке, да. То есть сейчас там все условия на русском. Да? А продолжающий уровень уже все будет на якутском. Вот. То есть продолжающий он уже будет такой прям серьезный? Ну, я не скажу, что серьезный. Он все равно будет такой легкий, игровой, да, скажем так. Но уже придется понимать все, что написано в условиях и в правилах и так далее. А как популяризовать изучение якутского языка? Вот как ты считаешь? То есть онлайн-сферы развивать или комплексный подход должен быть? Я, честно говоря, не знаю, как это сделать искусственно, но, на мой взгляд, да, вот это опять-таки дать родителям, наверное, да, вот в частности, если говорить про будущее поколение, родителям дать понять, что очень, очень правильно развивать ребенка, ну, с разных сторон, в том числе билингвально, да, давать ему возможность учить разные языки, тем более, если вы сами знаете, если сами носители, говорите с ребенком по-якутски, да, хотя бы, чтобы он слышал. Даже если он будет просто слышать, то потом, возможно, в каком-то осознанном возрасте к нему это придет. А так, на самом деле, вот сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, ну, интерес растет. Это естественно происходит, да. И вот у нас совершенно случайно, нативно, благодаря этому проекту открылась же даже офлайн и онлайн школа живая, с живыми учителями, да, потому что люди начали интересоваться, спрашивать, ну, то есть возник спрос, и мы решили набрать там пару групп онлайн и офлайн, ну, посмотреть, как пойдет. И действительно, интерес-то ведь есть, оказывается, есть спрос, оказывается, людям нужно учить, и это именно не только дети, это не только те родители, у которых дети говорят, да, это взрослые, к нам приходят там взрослые в основном, вот, и, ну, мне кажется, это происходит сейчас само. Нет, спрос есть, и причем давно, потому что я помню, когда лет 10 назад еще мэрия как-то запускала бесплатные курсы якутского в 26-й школе, вот я сама туда ходила, и там, ну, наверное, 50 на 50 было вот саха русскоязычных и людей других национальностей. Вот, то есть... Ну да. А так, в части пропаганды, ну, такие инструменты, конечно, тоже работают, да, особенно когда там говорят какие-то авторитетные личности для нашей молодежи, да, для детей, говорят сахалы, конечно, люди, молодежь будут к этому тянуться. Но на сегодняшний момент, вот лично на мой взгляд, как я наблюдаю, у нас, в принципе, все в порядке, вот и с эстрадой, и с певцами модными, да, с блогерами. На якутском языке говорят много, и становится больше саха говорящих блогеров, да, это хорошая тенденция. Но, конечно же, по исследованиям ученых статистика
плачевное. Но посмотрим, какие результаты будут вот прошедшие последние переписи, да, ну и какие результаты вот вообще в последние годы покажут вот эти лингвистические исследования. Будем наблюдать. Мгм. А вот если говорить про погружение в языковую среду, ну вот как ты в Германию попала, да, вот если, не знаю, просто вот подростка отправить в деревню, где говорят только по-якутски, вот, ну, жестко, но действенно ведь будет. В принципе, действенно, да. Но при условии, что с ним будут говорить только сахалы. Потому что Бывает так, что такое, наоборот что все- все наоборот начинают переходить на русский язык для того, чтобы дать ему понять, да. А так, конечно, это хороший действенный способ. И потом ребенок, он будет стараться говорить по-якутски, да, если вот сверстники, есть какое-то окружение, к которому он тянется, да, и но мне кажется, вот от сверстников тоже очень много зависит от компании, да, куда Ну да, он но и от попадет. того, если там ему нравится песня, он хочет знать, о чем там поется, да, если ему- Да, нравится ли деревня, в которую он поедет, там, есть ли там какие-то интересные ребята, есть ли там какие-то интересные занятия. А вообще какая вот основная причина того, что люди занимаются, не занимаются оффлайн? Нету педагогов грамотных или что? Нет, ну, по нашей практике оффлайн занимаются. Занимаются, да? Да, ну да, занимаются. То есть, конечно, есть люди, которые предпочитают живой формат. Но опять-таки, как я говорила, да, с помощью там вот таких технологических продуктов, да, ну, грубо говоря, там робота или искусственного интеллекта, ты все равно до конца не выучишь, не поймешь. Живое общение, оно как бы обязательно. Очень желательно, не прям обязательно, но для того, чтобы был результат, конечно, нужно живое общение. Ну и в целом у нас, наверное, люди за последние 2 года как-то хотят больше вживую встречаться. Ну, И устали от пандемии, да? радостно очень приходят к нам на уроки, да. Да. А вы являетесь президентами IT-парка. Вот расскажи, как IT-парк помогает реализовать проекты, ну, в частности, вот, какие плюсы в том, что вы резиденты? В общем, как это вам помогло? Ну, во-первых, резидентство помогает в том, чтобы получить на льготных условиях помещение в самом IT-парке. Помещение с высокоскоростным интернетом. Это важно, конечно же, для разработчиков и вообще для всех IT-продуктов. Да? Это вот такая материальная поддержка. Во-вторых, помогают с продвижением. Помогают, консультируют по юридическим каким-то аспектам, да, и IT-парк очень хорошо просвещает в плане методов поддержки, как поддерживают стартапы. Там есть очень много разных программ, там есть и гранты, там есть какие-то премии, есть какие-то научные конкурсы, есть акселератор вот тот же самый, да, ну то есть где найти финансовую поддержку стартапу. Вот, и там как бы все вот это вот есть поэтому консультируют подробно, и то есть можно уже простроить свою какую-то стратегию. Вот. Ну и, конечно же, это какие-то вот организация встреч и работы с органами государственной власти, ну то есть вот связь, да, то есть есть какие-то продукты, которые могут быть интересны ГОСам, да, какие-то разработки. Ну такое часто бывает, например, вот у нас есть резидент, который разработал вот решение по пожарам, по лесным пожарам, да, это очень нужно, актуально, и то есть тут как бы пул резидентов IT-парка, да, вот на любую проблему может вот так вот, какой-то проект на любую проблему может вот выкатить какую-то очень нужную, важную разработку. И вот как раз IT-парк, он является таким мостиком между как бы решателем проблемы, да, и запросом от органов госвласти. А когда вы вообще изучали вот тему, вы смотрели какие-то другие приложения по изучению языков? Конечно, конечно, да. Да, и многие вообще, кто, наверное, скачивал другие приложения, там по английскому языку заметили, что там, в принципе, очень похоже. Мы не стали изобретать велосипед, как бы там есть уже готовые стратегии, готовые сценарии, да, как обучать людей, но, по сути, там, ну, многие механики, они позаимствованы. Вот. Единственное, что у нас отличается, вот эта методика, да, то есть само наполнение приложения. И еще вот
чем отличается наше приложение? У нас есть панель администратора, да? Что это такое? Это, как бы, получается, отдельная платформа, которая соединяется с приложением, с конечным продуктом, куда мы уже сами, без участия разработчиков, можем вносить изменения в задания, дополнять их, совершенствовать, менять, исправлять ошибки и постоянно обновлять вот информацию и уроки, которые там уже есть. То есть тут у нас карт-бланш такой. разработчики нам уже не нужны. Это такая готовая панель для людей. Ну, любой человек может разобраться и, в принципе, вводить свои задания и тесты. Вот. А в планах что еще? То есть я видела, что там должно появиться часть для совсем маленьких детей. Вот там что будет? Это 3-й этап. Но мы пока вот сильно туда глубоко не заглядывали, но сейчас вот у нас в планах 2-й этап, как бы сделать 2-й этап и как бы закрепить вот этот 1-й, да, но для самых маленьких, от 3 до 7 лет, это наш 3-й этап, наверняка это должна быть анимация, да, по-любому анимация, то есть это должно быть что-то, что зацепит внимание ребенка. Пока нет у нас четкого ответа и решения, как мы будем делать такой большой объем, да, анимации. Ну, во-первых, это очень дорого, но посмотрим, может быть, мы найдем какие-то пути для того, чтобы заимствовать уже готовые анимации, готовые мультики, да, просто переводя их на якутский язык. Вот, анимация, игры и какие-то вот задания интересные, с которыми справится ребенок, даже не умеющий читать. Вот. А может быть, нет мысли масштабировать проект по изучению языков там, коренных малочисленных народов Севера, например? Конечно, есть. И это даже не только наши, да, северные народы. В принципе, да, вот в тот механизм, который мы сейчас сделали, можно вшить любой язык. Вот. Поэтому есть такие планы, тоже пока сильно мы в ту сторону не распыляемся, но есть такие планы, и вот опять-таки уникальность админ-панели нашей, да, мне кажется, это было бы интересно и другим республикам, может быть, другим странам. Вот. Попробуем обязательно, когда закончим с этим полностью, попробуем обязательно рассказать о нашем продукте другим республикам. И в этом, кстати, тоже, скорее всего, нам поможет наш IT-парк. Вот. Давай какой-нибудь совет дадим тем, кто собирается учить якутский или кто задумывается о том, чтобы учить якутский. С чего начинать? Ну, помимо того, что скачать приложение. Ну, я бы посоветовала слушать песни, смотреть фильмы, может быть, хотя бы какие-то ролики, какие-то смешные вайны, да, ну, то есть попытаться окружить себя побольше якутским языком. Если дома никто не говорит, хотя бы включать музыку на якутском языке, да. Вот фильмы, конечно, уже посложнее. Фильмы, кстати, они же все с субтитрами, якутские фильмы. Да, даже на Ютубе, вот я знаю, можно посмотреть фильмы с субтитрами. Но субтитры это тоже, как сказать, они иногда мешают, да. Ну, можно с этого начинать, но иногда они мешают. Вот тоже есть такие исследования, да, что не очень правильно так начинать. Но тем не менее, короче говоря, хотя бы слышать его везде, слышать чаще и не бояться начинать говорить. Вот я по себе знаю, да, что большая проблема в языковом барьере это когда ты вроде бы знаешь, вроде бы умеешь, но очень боишься начать, потому что боишься порицания и осуждения. И над тобой начинают смеяться, что у тебя акцент. Вот. У меня тоже такое было, у меня тоже и по сей день сохраняется некий акцент, но я в этом плане могу призвать только наших соотечественников, да, которые хорошо говорят и владеют, являются носителями, быть более дружелюбными, принимающими, не критиковать, не ругать, создать такую поддерживающую атмосферу для того, чтобы люди, которые пытаются и хотят, охотнее учились и чувствовали себя, чувствовали хорошее отношение к себе и даже не восхищение, но вот хотя бы положительное отношение и поддержку. Вот. Ну что ж, спасибо тебе большое. Спасибо. Да, Ирина, хочу подарить такой наш фирменный значок. Это наш персонаж приложения. Зовут его Берген.
Вот, пускай радует. Спасибо. Это вот тот самый медвежонок, который там в приложении. Да, да, да. А там нигде не написано, что он Берген. Мы еще пока, да, никакой storytell про него не написали. Ну, у нас пока только в головах такой Мишутка, но он сейчас уже помогает, сопровождает каждого, кто учится в нашем приложении. Все, спасибо огромное. Было очень интересно. Спасибо. И успехов в дальнейшей. Спасибо. Всего махтал. Хадири. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.